Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав. И сегодня у меня новый герой, это Григорий. Григорий работает в Сантекс ЕКТ. Он мне помогал с установкой душевой кабины. И, друзья, оказывается, он тоже рыбак. Сегодня мы с ним отправляемся на рыбалочку к нашим друзьям из Таймени, Якутии, туристическая база. Поэтому, если, друзья, будете в Якутии, приезжайте на эту базу отдыха, рыбачите. Даже кто из Якутска, можете выехать туда. Коллективные выезды. Ссылки на Григория и на ребят будут в описании под роликом, а также вот здесь вот внизу. Ну что, Григорий, как у тебя вообще? Всем привет. Расскажи. Настроение отличное. Настроение отличное. Как называется твоя машина? Машина Toyota Platz, я ее пуля называю. Вот, автомобиль Toyota Platz. Мы, значит, на плацу, вот на небольшом автомобиле, вот седан, да, это? Да, седан. На седане сейчас поедем в другой район. Довольно рыбный район, между прочим. И это говорит о том, что небольшой автомобиль может до туда даже доехать. Поэтому можете себе устроить рыбалку выходного дня. Вот. Мы едем тоже на несколько деньков отдохнуть, развеяться. Вот. Ну что, погнали, посмотрим. Сегодня у нас температура, не смотрел сколько? До 33 с утра было, сейчас уже потеплее должно быть. Вообще тепло. У нас в городе 29. Да, и вот. Ну и по пути я буду снимать для вас. Вот. Реклама прям везде вот. Я готовился, капец. Тут не выложит, может там выложит. Григорий, вот скажи, пожалуйста, какие работы выполняете по городу Якутску? Отоплением занимаемся, сантехникой, в общем, благоустройством частных домов и квартир. Вот. Все, что связано с водой, вот это вот делаем. Также вы можете, я знаю, посудомоечные машины устанавливать, да? Да, само собой, такие мелкие, все делаем. Отлично. Прям можно по этому номеру звонить, да? Да. Аккаунт в Инстаграме. Да, аккаунт в Инстаграме вот есть, вот я уже показываю. Вот. Так что, ребят, подписывайтесь. Вот. Звоните, заказывайте. Сейчас мы стоим возле наших друзей. Якутская ювелирная компания УРУ. Завод. Там Моисей сидит, работает. Здесь журнал Байнай, друзья, находится. Все это вы можете найти на сайте клеваярыбалка.рф. Вот сейчас, друзья, подъехали к заправочной. Вот такая заправочная. Сейчас Григорий будет хочет взять канистру, потому что мы посчитали, что у нас автомобиль будет стоять калматить, и нам может не хватить горючки, поэтому на обратный путь. Поэтому он вот здесь остановился спросить. Вот. Горючка у нас стоит вот так. Это в городе Якутске. Можете сравнить ваши цены. Магазин тут охотничий. Вот такой автомобиль у Гриши. Протюнингованный. Поднятый, так сказать. Что есть, да, там? Купил. А, купил, да? Да, сейчас заправим. Классно. Сколько литров купил? 20. Хватит, 50. хватит, ага. Отлично.
заправляет стоит. А, Один с носиком взял. ты прям железные купил, да? Нет, пластиковые они. О! Гусика взяли. Будем готовить. Хорошие канистрочки. Такие вот. Вот гараж портативный. Григорий возит. Все на фоксе. Да. Там лопата у него. В общем, подготовился конкретно. Так, ну все, сейчас едем, покупаем продукты и едем дальше. Это поселок Тюбятцы. Ну, остался поселок сам где-то вон в той стороне справа. И вот крайний поселок, крайний кусочек цивилизации. Вот такая чайная стоит. Мы остановились на парковке. Обедаем тогда. Сейчас можно маленько перекусить, да, у нас еще дальний путь. Поэтому сложный путь по дороге будет уже автозимнику. Вот. Смотрите, автозимник, ограничения стоят. Вот здесь вот автомобиль такси, видимо, едет и остановились в чайной. Мы сейчас тоже зайдем в чайную. А, он там где? Приехали на остров Тайменный, его база отдыха. Вон там стоят вывески. Автомобиль стоит грузовой. Что-то типа фермера. УАЗ фермера. Так, остановились на отвороте на остров Тайменный. Ехать недалеко от города Якутска. В течение нескольких часов можно доехать.
Вот. Гриша пошел смотреть дорогу. Так, ну вот, Григорий, скажи свое мнение по поводу дороги до сюда. Что ты подумал? Дорога хорошая, очищенная. Заезда только нет сюда на базу. А так нормальная дорога, на маленькой можно доехать. Угу. В течение нескольких часов из города можно в Якутск приехать, да? Да, в течение где-то 4-5 часов получается. Круто. Ну. Сейчас вот тут остановились на отвороте на базу Тайменной. Вон она. Вон там вот егерский домик топится. Нас уже там ждут. Сейчас маленько посидим. Если еще не придут, то пойдем. Придется одному кому-то дуть. Буду зумировать, смотреть. Итак, дорогие друзья, приехали на базу остров Тайменный. Вот ее владелец Евгений. По его приглашению мы сюда приехали. И здесь еще Валерий находится. Готовев. Салют. Да, всем тоже привет. Блогер. У него есть тоже Инстаграм, поэтому проходите в описании по ссылке. Смотрите, там есть и контакты Евгения. Приезжайте сюда, отдыхайте. Вот сейчас вот такие домики я изнутри сейчас покажу. Утром, завтра покажу все снаружи. Так, мы приехали. Вот, посмотрите, стол, эти кровати, прям вот шкуры, все есть, вешалки, печка, дрова. Ребята на двух снегоходах нас встретили, вот, где мы сидели с этого места, и сюда мы приехали. Вот уже стемнело сейчас, поэтому завтра еще покажу. Вот. Да, да. У нас такого нету там. Конечно. Там в низовьях еще жестче. Ну почти то же самое. Брат. Так. Посмотрите, вот сразу Евгений начинает подготавливать лунки. Верхний слой убирается, потому что снег, лед с песком. Валерий приехал из Южной Якутии, да? Да, Валерий приехал, помогаю, кайфую, отдыхаю, ищу рыбалку. Там немножко по-другому, да? Там вообще все по-другому, там же горные реки у нас больше. А по части от Лены я впервые с этим столкнулся, здесь вообще все по-другому. Да. Акватория огромная, здесь постоянно заметает, здесь верхние слои они всегда идут с песком. Когда их как-то намывается, песок летит и так далее. Но... Вот эта сторона, пески, да, вот островки. Да. Здесь вообще труба, именно гребелянка. Давай, брат, тогда вот это сразу. Давай. Эти убираем в сторону, да? Вот эта толщина какая, да? Вечерний клев. Метр 30. Надеемся, что будет. Ага. Нормально. В общем, палатка стояла отсюда где-то в 3 метрах. Мы ее передвинули. Я специально недалеко передвинул полог, чтобы ранее закормленное место, как бы сейчас вот нам пригодится.
Пошла жара, пошла жара. Да, жара точно пошла. Друзья, у ребят такая же печка, пошехонка, большая, экономка. Такими я пользуюсь. Свой личный блог. Короче, на ютубе. Да, передача на ютубе. Смотрите, клевая рыбалка, друзья. Ну, а также мы раскрутим наш канал. Дикие кемпинги, Южная Океания. Так что, друзья, у Валерия Бадоева тоже свой блог. Можете смотреть его в инстаграме. Да? Да? Ну, вы в любом случае, пресекаться же. Знаешь, Рыбачить, учиться. ну, учиться тебя не надо учить, думаю. Ну, всякое бывает. Я много здесь чего не знал. Итак, друзья, сейчас сразу начинаем такой стол накрывать, чтобы поужинать, пообщаться, посидеть. И Евгений сразу нам расскажет про свою туристическую базу. Слово микрофон передаем Евгению. Ну давай рассказывай, а я пока буду. Так, все. Вот есть такие еще. База находится, В Кобейском районе база находится. ну, от города Якутска, давай так скажем. От города Якутска у нас получается по трассе до самой базы, грубо скажем, 250 километров. Это летний вариант, и по зимнему варианту это у нас 214 километров. Вот. Ну, туристическая база остров Тайменный специализируется, конечно же, это на тех людей, кто любит активно природу, нашу матушку, соответственно, активный отдых, рыбалку, ну и охоту тоже. Так что просим всех посетить нашу базу. Мы, значит, любим, когда у нас люди отдыхают полноценно, в комфорте. Вот. Стараемся людям сделать незабываемый отдых. Незабываемый отдых. Да, я это уже оценил. Это да. Это у нас есть. У вас приветствуются, я так понял, коллективные выезды, потому что я смотрю, у вас там жилые дома, вот эти все рассчитаны на большое количество людей, да? То есть можно коллективом приехать, я полагаю, да, большим? Да, у нас гостевые дома вместимостью до 8 человек. Вот. Есть банкетный зал, который вмещает в себя 50 человек, до 50 человек. Ну ничего себе, круто. Да, так что да, у нас этим летом были большие компании, вот, как на самом отдыхе, так и на рыбалках. И, конечно же, самая такая рыбалка — это на горной реке. Вот, горная река — это что-то с чем-то, так как попадаешь значит, в сами Верхоянские горы нашей прекрасной Якутии. И какую рыбу можно там поймать? Ну, соответственно, от сига до тайменя. То есть сиг, ленок, хариус, таймень. Мы сейчас будем кушать. У нас вот такая еда на столе. Смотрите. Импровизированный домашний ужин. Да. Они Так, Григорий привез очень много прикормки различной, даже с кровью есть. Сухая кровь. Ага, готовые вот такие. На леща есть, может лещ попадется. Это вообще имитатор мотыля. Да, имитатор на миссии. С кровью и экстратом. Евгений сейчас опустит камеру, будет нам показывать, ну, будем смотреть, что есть на дне реки. Сидим мы на реке Лена. Сейчас мы поужинали и сразу приступим к вручению небольших подарочков, таких сувениров от меня. Да я боюсь, что ты это. Не, если нет, я подниму обратно. Это наклейка. Наклейку вы всегда можете заказать на моем сайте клевоярбалка.рф, друзья. Наклейка
отлично впишется в ваш ящик или на авто. Стекло. И кепочки такие вот символические. Так, ну что, давайте, ребята, я вам по кепочке даю. Каждому. Иди. Давай, подходи. Вот тебе кепка, вот такая вот. Есть клевая рыбалка, YouTube будешь носить. Большое спасибо. Можешь подарить кому-нибудь. Вот ребятам. О, Слава Махтал. Не за что. Так, и вот Это что у нас дальше? это у нас такая наклейка. Эту наклейку можно приклеить на любую поверхность. Слава, как смотри. захотите. Это наклейка, это получается бренд твоего канала, да? То есть твое имя. Да. Это логотип от клевой рыбалки, друзья. Я очень часто смотрел твои блоги, да, смотрел там публикации в том же Инстаграме и постоянно говорил за вот эту наклейку, постоянно всем ее предлагал, и много у тебя кто ее выпрашивал. Я вот просто смотрю, основу понять не могу, на чем она. Все, понял. Это обычно Да-да-да-да-да-да. сначала приклеиваешь. Шик-шик-шик ей. Сначала вот приклеиваешь вот этот целлофан, Да. а потом выдираешь, и буковки там остаются. Но здесь это очень сложная наклейка, здесь очень много мелких деталей, поэтому, А я уже вижу. поэтому здесь Вот приклеивать эти нужно немножко. У меня даже есть инструкция, как ее клеить на сайте. Ну попробуешь, не получится, так не получится. Друзья, ничего теперь у страшного. меня официально есть вот эта наклейка с логотипом от клевой рыбалки. Да. А также у меня есть кепочка, так Да. что... Ну, не только у него, у нас тоже. Да. Вот. Я бы не сказал, что часто От так клевой людям, рыбалки. часто так людям везет, да? Да, Но нам повезло. Да. Махтал. Не за Слава, что, не за что. Да не за что. На здоровье. Счастье не может не быть. В общем, ребята завтра к нам приедут, и с завтрашнего дня мы уже начнем конкретно рыбалочку. Потому что сегодня пока ничего не ловится под вечер, но ничего. Кстати, к нам приходили соседи, у них сорога клюет, их 4, они в 2 палатках. Вот. Мы с Григорием сейчас вдвоем остаемся. Будем здесь ночевать в балке. Будем сейчас пробовать наш эхолот Диппер. Диппер Чирп, друзья. Ну вот, друзья, видим, что вот эти вот красные полоски пошли. Это вот уже стоит как раз таки малек. Видим приложение. Но будет ли он клевать, это уже другой вопрос. Так, ну вот наступило утро. Сейчас мы с Гришей завтракаем. Он, кстати, поймал уже с утра 3 сорожек. Ты давно проснулся, да? Угу. 7:30. Сейчас сколько? 8:30 уже. 2 часа тому назад проснулся, поймал 3 сорок. Мы посмотрели рельеф местности и определили, что здесь не очень рыбное место. Поэтому сегодня, наверное, будем заниматься поисками рыбных мест и на вечер переставимся. Или после обеда переставимся, возможно. Сейчас пока позавтракаем и решим, что делать. Хозяйство Гриши. Покажи с лампочкой, Лампочка Даже вот лампочку такая купил. вот. На батарейке она моргает синеньким цветом, когда в воду попадает. А другие цвета есть? Когда Белый. покупал, были. А вот купил я белый только. Угу. А там были разного цвета. Сколько стоит? Такой стоит 680 рублей. Угу. Понял, все. Взял вот такую блесну летнюю. Имитация рисунка щуки. Угу. Отлично. Такой обычный.
Тоже летний. Вот тоже блесна белая. На щук. Вот такие балансиры. Вот такой тоже. Есть вот для зимней рыбалки. Фосфорный. Такой. Вот с лампочкой вечером надо было вообще по идее пробовать-то. Итак, друзья, пока мы чистим гуся, чтобы сварить обед, Гриша сходил, то есть по... Ну расскажи, где там был-то? А я рядышком вот по прямой туда ходил и выловил все-таки ту щучку, которая у меня сорвалась сегодня. Такая. Вот и поймал я свою щучку на Эрбесе. Это турбаза Тайменный остров. Там вон вдалеке наша будка. Палатки тоже ребята приехали рыбачить. Вот такую щучку я поймал. Килограмма на 2. Килограмма 2 примерно. Щучка, окушки там такие есть. Покажи-ка на камеру. Во, хорошие окушки. Красивенький, он так хорошо замерз. Красиво. Ну. А мужики там что-нибудь ловят, нет? Соседи-то? Ловят. Что ловят? Ну, окуней, говорят. Окушки идут. Тоже говорили, что сорвалась. Одна в лунку не влезла, сказали. Одна сорвалась. Так, а я сейчас, друзья, вот здесь чищу гуся, сижу. И еще одна новость. Мы сейчас будем переезжать в другое место, где еще лучше клев. Ага. Вчера хотели завтра переехать, но решили сегодня переехать. Вот. Ну, поздравим давайте Григория. Сантекс ЕКТ рулит. Пока чемпион. Пока чемпион, да. Вот. Так, ребята приехали, делаем переезд. Приезжать будем вон туда. Гриш там обнаружил неплохое количество рыбы стоячей. Сейчас выедем. Смотри-ка, нормально здесь пацаны ловят, а? Бардыки мен бит балакка. Итак, друзья, сейчас вот происходит здесь, что-то происходит в палатке у ребят. Друг друга ловят, да? Друг друга ловят. Сейчас к ребятам пришли в палатку. Так, ну как у вас рыбалка? Расскажите, ребят. Рыбалка отличная. Так. За ночь, ночью, говорят, у них хорошо клевало, да? Ночью сорога хорошо клевала. И днем окунь, щука, Днем да? окунь, щука. Сколько щук взяли уже? Одну. Одну щуку взяли, да? Щуку взяли. Сик один. Сижок маленький. Сижок. И щучки. Щучка. Окуни. И окушат окуни, да? Да, окуней много. Прям в палатке ловится, да? Так, хорошо. Глубина здесь 2,5, да, вы сказали? 2,5. Дно песчаное, да? Да, песчаный. Ребята кушать готовят, вот. Мясо же ребятина, да? Конечно. Ясно. Вот, смотрите, как они тут расположились. 4 лунки. И он лежит. Улов. На самом деле рыба лежит снаружи. Вот. Ну, ребятам пожелаем ни хвоста, ни чешуи. А мы пойдем дальше.
Вот правильная печка у ребят стоит. Палатка тоже правильная. Смотрю. Снегирь. Какие отзывы по палатке, по печке? Это хозяин. Чья? Ну, мою. Мою. Теплая же палатка. Вообще, Даже не продувает, да? спокойно лежишь. Ну. Но она особо не этого же. Ну, не испаряет и теплый воздух. Не Насквозь. выпускает, Не ага. выпускает Да-да-да. температуру. Держит температуру. Поэтому, А печка как тебе? ну вот печку как натопил, так и Экономка, да? Экономка же, да? И очень быстро греется, да? да. Ну, у меня тоже такие печки. Вон. Вот один минус. Не, это не так сделается. Это я, короче, это. Итак, начинаем приготовление обеда. Сегодня у нас гусик в казане. Это же казан, да, называется? Да, по-моему. Казанок. Больше. Но лучок, картошечка и я почистил гусика. Сейчас мы этого гусика приготовим. Так. Вот. Если знаешь, где резать, то резать довольно просто. Даже маленьким ножичком можно все это нарезать. У тебя есть, да? Вот наш гусик приготовился. Виталий, Жирный, жирный. к нам тут Виталий присоединился. Сторож кордона местного. Вот гуся сварили. В этом году, наверное, еще гуся никто не ел. После Нового года не ел никто гуся. Нет, никто не ел. Вот сейчас поедим. В этом году первый гусь. Да, первый гусь. Собака, Кстати, вот эти косточки, как, Виталий, что с ними делать надо? На углях Да, обожги обожги, до золотистого такого цвета. Лунку кидаешь днем, щука подходит. щука идет, да. Да. Короче, копим. Можно вот эти вот сахатины, да любые кости просто обжариваешь лунку. Ну, мы в печи обжарим внутри, на углях. Я не знаю вот почему, просто Андрюха здесь сам увиделся, дед тут приезжал на устье. Он на окуней таскал на маленькую мормышку. Просто эту мормышечку пока опустишь, там не знаю сколько грамм она, он стравливает. Андрюха-то самодельная блесна или балансир, сразу бум, опустил и сидит, дергает такой. А этот дед, ну я не знаю, мормышечки это точно, все мормышки. Такую щучку, травяночку, на мормышку, окуней лапки, вот начал где-то таскать. Ну, Андрюха, говорит, подошел. А что, говорит, это? У вас такой клюв, то щучка, то травянка, то окунь хороший. А дед хитрый. Он взял газовый это, обжарил ее, лунку. А говорит, что будет крутиться? А почему-то на жареный вот этот вкус идет почему-то. Ничего себе. Я здесь не так же пробовал. Лайфхак. Я вот так же пробовал.
Ну вот, друзья, мы переехали. И смотрите. Улицу сами только что видели. Вот такая неплохая зачетная сооруженка попалась. Сейчас просто Гришка уже спит. Я решил посидеть вечерком. Так, вот посмотрите, Григорий поймал окуня с утра. Покажи, Гриш. Вот такой вот. И еще сорогу, да? Одну. Сорожку одну. Небольшую. Ну ясно, хорошо. И вот еще. Это ага. Тоже ты поймал, да? Это ты же поймал. А, это я поймал. Ну все. Гриша кого-то поймал. Хороший окунь, слушай, давай, поздравляю тебя с почином. Спасибо. На камеру прям вытащил. Вовремя. Вот такой кусочек. Дай сюда. Оба. Да ладно. Что-то там идет. Опять окунь? Видимо. А нет. Ага. Окушочек. Окушки, видимо, подошли. Ага. Как ты не уйдешь. Сюда. Поздно проснулись мы, в 7 проснулись. В 2 легли только. Долго Кушать нет. будешь? Супчик есть еще. Можно супчик. Ты же кушать не ел вчера? Не-а. Мы поели. Да? Вот теперь это. Слушай, а эти, смотрю, машины уже другие сегодня утром выходят. Совсем другие сегодня. Я что-то под ничего понять не, палатки другие. Но на машине обратил внимание, потому что она закрыта. Ага. А смотрю, палатка. Да, Блин, палатка вообще другая. Прям машина стояла, а потом выходим, уже палатка. Смотри, разогреть не надо его. Греть надо, наверное, уже остыло, наверное. Скорее всего. Итак, дорогие друзья, мы приехали на секретное место к ребятам. И сейчас начнем здесь рыбачить. Уже пробурились, поставили палатку. Сейчас садимся. Я сейчас буду делать подводные съемки. Здесь сказали... Я говорю, тарелку с тайменем сюда даем. Молчат. Я говорю, вы... Ну и понесло меня. Вы что, издеваетесь, что ли? Таймень где? Один молодец, конечно. Набрался смелости. Во! Мясо. Подошел. Че подошел? Сик, хороший сик подошел. Хороший сик подошел. Прям на блесну кинул. Все, я вот твое увидел лицо, мне достаточно этого. Прям на блесну. Опа! Есть. Опа! Что такое? Вот там. Показывай в камеру, показывай. Поздравляю. Снежок такой. Спасибо. Красавчик, бро. Работает. Красавчик, работает. вообще красавчик. А подожди, я даже сниму. Все засняли. Гриша поймал, Сейчас только сниму, что, подожди, поздравляю. подожди. Вот мы... У нас их нет. На Чульмане нет? Если ты поймаешь, ты будешь первый. Приезжай. Специально для тебя сделаю. Там Чульман, тоже большие речки же, да? Сейчас поймаем. Вот так вот Гриша поймал. Возьми, Друзья, пожалуйста, в поздравляем его. зеленое полотенце и сверху. Я успел заснять этот момент поклевки. 2 сига подлетело прям. Хоп-хоп, и быстро так все моментально произошло. Причем кинулись на блесенку. Была мормышка, ну второй потом напарник уже на мормышку мне кинулся, но плохо подсекся.